Активісты БРСМ, профсоюзных организаций Фонду мира, громадской организации «Беларусь». Больше за 3 сотни молодых людей напередодні Дня Великой Перамоги наведваюць Брестскую крепость для того, каб снова дать данину поваги загинувшим героям. Нам очень приятно встречать наших друзей из Витебска, потому что они, так же, как и мы, верят и знают, что павшие герои погибли не напрасно, и их память о этих героях будет жить вечно в наших сердцах. Ребята, которые приехали первый раз, получат тот бесценный опыт и получат те ощущения, которые нельзя прочитать в книгах, нельзя увидеть в фильмах. Лизавета Болганова первый раз у Брестской крепости. Побывать на месте, где у первые дни Великой Отчины мужно змагались с ворогами оборонцы, для ее особливо важно. Были истории, дедушка защищал тоже честь. К сожалению, я не застала его, только уже наслышана. Ветеранов уже становится все меньше и меньше, а нам еще посчастливилось их застать. У кожного удзельніка марафону яблычныя кветкі. Гэта сімвал пераемнасці пакаленняў і захавання гістарычнай памяці. У нашай краіне складана знайсці сям'ю, якую б не закранула трагедыя Великой Отчинной. Вось і дзед Ивана Пчелки был малолетним вязнем Освенцима. Те технологии, которые есть сейчас, могут по щелчку уничтожить все человечество. Поэтому нужно помнить о том, что было тогда, чтобы сейчас этого не повторялось даже близко. Удзельнікі акцыі склалі кветкі да вечнага агню і правялі мітынг рэквіем. Новае папаўненне БРСМ атрымала членскія білеты на зямлі крэпасці героя. Марафон цягніка памяці даў старт праекту «Кветкі Великой Перамогі». Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».